Сегодня в 11 часов утра на территории Ингушетии для обеспечения режима чрезвычайного положения введены российские войска, сообщили Интерфаксу в пресс-центре Госкомитета России по чрезвычайным ситуациям. В Ингушетию введены подразделения спецназа, полк воздушно-десантных войск, подразделения внутренних войск, усиленных бронетехникой. Решение о вводе войск в Ингушетию было принято сегодня утром. Сегодня же ожидается прибытие в Северную Осетию исполняющего обязанности премьера России Егора Гайдара. В пресс-центре российского правительства не подтвердили, но и не опровергли информацию о поездке Егора Гайдара во Владикавказ. Командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел России генерал-полковник Василий Савин по возвращении из Владикавказа подал рапорт о своей отставке, сообщает ИТАР-ТАСС. Отставка военачальника напрямую связана с осетино-ингушским конфликтом, в локализации которого принимали участие российские внутренние войска. Сам командующий комментировать свое решение отказался. Сегодня ожидается открытие сессии парламента Северной Осетии. На ней будут обсуждены меры по восстановлению порядка в республике. Продолжается обмен заложниками. На сегодняшний день у ингушской стороны остаются в заложниках 180 осетин, а у осетинской 310 ингушей. Сегодня к 15 часам российский полк воздушно-десантных войск, не встретив какого-либо вооруженного сопротивления, вышел на границу Ингушетии с Чечней. Войскам, судя по всему, поставлена задача блокировать зону осетино-ингушского конфликта и перекрыть возможность переброски туда оружия из Чечни. Одновременно подразделения российских внутренних войск вошли в административный центр Ингушетии, город Назрань. На центральной площади Назрани собрались тысячи людей. Площадь блокирована грузовыми и легковыми автомобилями. Военные предупредили, что любые попытки нападения на российскую армию будут пресекаться огнем на поражение. Однако пока никаких сообщений о столкновениях не поступало. Ввод российских войск на территории Ингушетии был резко отрицательно воспринят в Чечне. Президент Чечни Дудаев заявил сегодня, что Россия не должна забывать, где граница Чечни. Иначе, сказал Дудаев, взлетят в воздух и Назрань, и Владикавказ. Между тем, из-за территориальных разногласий с Чечней и Северной Осетией границы Ингушетии так и не установлены. В республике до сих пор не сформированы органы государственной власти. Согласно сегодняшним данным Российского комитета по чрезвычайным ситуациям, в ходе конфликта погибло 133 человека с осетинской стороны и 120 с ингушской. Среди раненых сейчас 24 российских солдата. Командующий внутренними войсками МВД России генерал Савин подал, вернувшись из Владикавказа, рапорт об отставке. Какие доводы изложены в рапорте, неизвестно.